Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами в студии буду я, Якушева Рита. И мы сегодня будем говорить о детском предпринимательстве. Как мы с коллегами поняли, что эта тема, в принципе, очень интересна не только детям, но и взрослым, потому что детское предпринимательство, тема является актуальной в наше время. И уже вторую неделю в нашем городе проходит преакселератор «Мой первый бизнес», организатором которого являюсь я и моя коллега Розалия Ксенофонтова. И проходит это мероприятие на базе библиотеки «Смарт». У нас уже есть 30 участников. Сегодня в студии у меня два участника, которые тоже сегодня расскажут о своих проектах, как они себя видят уже в будущем, успешными бизнесменами. И всех интересует вопрос. Вот я часто выступаю с уроками по финансовой грамотности и часто слышу такой вопрос. Со скольки лет ребенок может стать предпринимателем? И хочется ответить сразу на него, что тут ограничений абсолютно нет. Тут все зависит от поддержки родителей. То есть как родители отреагируют на это желание ребенка зарабатывать деньги самостоятельно. Ну, естественно, официально начать свой бизнес уже можно из 14 лет, когда вы получаете паспорт. И оформить можно как форму самозанятости, так и стать индивидуальным предпринимателем. Но форма самозанятости – это такой более упрощенный вариант ведения бизнеса. И если вы хотите, допустим, предоставлять какие-то собственные услуги или продавать товары, сделанные собственными руками, то как раз эта форма ведения бизнеса очень будет актуальна. И в прошлую субботу, 1 октября, у нас прошло второе занятие курса преакселератора «Мой первый бизнес». И у меня в гостях участники нашего проекта. Это Павлова Дана и Бурцев Тыгын. Я бы хотела первый вопрос задать нашим ребятам. Расскажите о ваших впечатлениях об участии в проекте. Вот мне очень интересно. Я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно, почему вы пошли именно в преакселератор «Мой первый бизнес» и почему тема предпринимательства действительно вам так близка. Дана, прошу тебя. Всем здравствуйте. Я решила пойти на этот преакселератор, потому что мне, правда, это очень интересно, тема предпринимательства. Я очень давно мечтала создать что-нибудь такое, что-нибудь большое, возможно. И мои впечатления абсолютно положительные. Мне очень понравились первые эти два занятия. Все очень весело, все очень ясно, понятно и, главное, очень-очень интересно. Спасибо, Дана. Я напоминаю о том, что вы можете звонить и задавать свои вопросы. Возможно, вы захотите поддержать ребят. И номер телефона студии 320066 и 321166. Пожалуйста, звоните, спрашивайте. Ответь, пожалуйста, Тыгын, какие же у тебя впечатления об участии в проекте? У меня все эмоции очень положительные. С каждым занятием я узнаю что-то новое для себя. И тема предпринимательства интересует меня с самого детства, так как сам я мечтал стать бизнесменом. Тоже все очень интересно и нравится. Отлично. Я так понимаю, что у вас уже есть какой-то опыт ведения собственного бизнеса, да? Вы уже буквально готовы, созрели для того, чтобы разработать уже действующую бизнес-модель, да? Возможно. Отлично. И еще такой момент. Помните, в прошлую субботу мы говорили о постановке целей? Как ставить цель, да, и как ее достигать с помощью ведения личного финансового плана. И я бы хотела сейчас, чтобы нам показали видеоролик, в котором как раз показан пример, когда ребенок ставит перед собой цель и достигает ее. Пожалуйста.
Этот ролик нам предоставила Анна Николаевна Яковлева, руководитель школы финансовой грамотности для детей «Финкросс». И здесь как раз пример того, как ребенок может достичь собственной цели, заработав самостоятельно на то, о чем он мечтает. Итак, Анна Николаевна вам рассказала и показала ту модель именно до достижения собственных целей, да? Вы согласны с этой моделью? Да. Да, абсолютно. Абсолютно. То есть вы поняли, что без финансового плана абсолютно ничего не получится. Да. Это очень радует. И я надеюсь, что вы вот на первом занятии вы учились командообразованию. На втором занятии вы уже научились ставить перед собой цели. А представляете ли вы себе свою собственную команду? И вообще в целом, каким будет ваш бизнес? Так, во-первых, начну с того, что моя главная мечта — это создать свой бренд одежды. Я хочу быть современным, модным дизайнером и создавать что-то новое, доставлять по всему миру. Вот. И команда моя будет, думаю, состоять из таких же людей, как и я, с такими же целями, с такими же интересами, и чтобы все друг друга понимали, получается. Вот. На полном взаимопонимании и взаимной поддержке и так далее. То есть, чтобы вы шли в одном строю, в одном направлении, правильно? Да. Отлично. Отлично. Я желаю тебе, Дана, чтобы у тебя все получилось. Тыган, расскажи о своей. В моей команде будут несколько человек, которые отвечают за какую-то цель. Один за финансы, один за менеджмент и один уже руководящий всем процессом. Угу. Там какой-нибудь большой ресторанный бизнес или какое-нибудь IT-приложение. Ну, действительно, да, и в ресторанном бизнесе, и в IT-предложении там нужно, чтобы были именно люди, которые разбираются в этой теме, правильно? Потому что, например, ты сам, вообще любой человек, наверное, любой предприниматель, он один, его просто не хватит на все направления, согласись? Да. И действительно привлекать в свою команду профессионалов высшего уровня, это здорово, это очень правильный подход. И расскажите, вот вообще в целом, вы будете, ваш бизнес будет работать здесь, в республике, или вы хотите как-то уехать или развивать его в в каком-то другом направлении? Так, меня очень вдохновляет один бренд. Его создали русские ребята, и они его открыли во Франции. Вот. И меня это очень сильно вдохновляет, я, наверное, хочу примерно так же. Но даже если не получится, в принципе, в России, в нашем городе Якутске, я не против. И да, возможно, хотелось бы открыть какие-то точки по городам и развиваться дальше по миру, по Европе и так далее. Здорово. И получается, что ты не видишь для себя границ? Нет. Абсолютно. Нет. Но согласитесь, да, мы показали же вам, да, уже, что границ по сути не существует. То есть сейчас у нас есть все инструменты для того, чтобы не ограничивать себя. Мы можем уехать даже из Якутска в любую точку страны, да. Мы можем контролировать свой бизнес также из любой точки страны. То есть если у нас, например, у тебя получится масштабировать свой бизнес по России, то ты будешь, например, находясь в Якутске, будешь его контролировать по всей стране, да? Да. Вот, Тыган, расскажи, как ты мечтаешь, как у тебя будет? Мне бы хотелось лучше начать сначала с города Якутска, и вот со временем уже начать на страну, потом на Европу, на весь мир выйти. А если у тебя будет свой ресторан, он будет именно с национальным каким-то колоритом? Будет ли там именно национальная кухня? Как ты представляешь себе? Вот якутская национальная кухня. Будет? Да. Отлично. Да потому что, если судить по популярности, допустим, нашей национальной кухни, да, в России, в других городах, то очень нравится именно наша кухня, она прям привлекает внимание, и многие приезжают сюда именно как в гастрономический тур. И сейчас туризм развивается, и хотел бы ты начать уже, например, с этого года что-то в этом направлении, что бы ты придумал, например? Вот просто помечтай, что бы ты сделал. Сначала бы открыл кафе какое-нибудь необычное, такое не банальное.
что у нас в городе нету. Ну вот как этот мальчик, допустим, да, который жарил рыбу и продавал якутские вафли, да? Да. Вот. Это же очень вкусно, потому что это наша родная еда, к которой мы привыкли, в принципе, и даже для нас она... Ага, так, у нас звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно, да, меня? Отлично слышно. Ага. Хочу задать ребятам вопрос. Как вы смотрите на деньги вообще в целом? Они зло или инструмент для воплощения целей жизненных? Да, хороший вопрос. Для меня деньги, как я считаю, это как раз-таки инструмент для возможностей, для ваших целей, потому что, без денег, в принципе, не очень как-то удобно и жить, и вот так вот. Для меня деньги — это способ развиваться вперед для развлечений. Все. Можно я еще добавлю? Ага, конечно. Вот. Ой. Да. Так, деньги, конечно, можно и развиваться без них, можно ставить цели без них, но с деньгами это делать удобнее, проще и займет намного меньше времени, чем без них. Это, конечно, это очень правильно, потому что как раз мы сейчас и будем изучать эту тему, когда мы научимся формировать свой стартовый капитал, да, и с помощью стартового капитала вы уже будете развивать свой бизнес и правильно распоряжаться этим стартовым капиталом. Но деньги действительно выступают средством для достижения целей. Вы это уже поняли, да, и я думаю, что наши телезрители задают действительно правильные вопросы. Но деньги — это не зло в любом случае. Деньги, они всегда помогают человеку дойти до какой-то определенной заветной мечты, достичь какой-то определенной поставленной цели, правильно? Если даже сейчас у вас не получится, например, быстро стартануть и быстро открыть собственный бизнес, мало ли что, да, ситуация может измениться в любой момент, вы можете вложить в собственное образование. Потому что образование — это тоже вклад. Спасибо вам большое за ваше участие и в проекте, и в сегодняшнем эфире, ребята. А мы прерываемся на небольшую рекламу, и впереди нас ждет еще 2 интересных гостя. Приветствовать вас в студии снова. Мы прервались на небольшую рекламу, и у меня сейчас в студии 2 Розалии. Розалия Ксенофонтова и Розалия Байшева, основатель образовательной платформы «Скиллометр». Вот. И сейчас мы продолжим нашу тему детского предпринимательства. Наш эфир я начала с того, что каждый ребенок мечтает стать предпринимателем, практически каждый. Статистика, в принципе, уже доказала, что 80% выпускников школ, они уже сразу после школьной скамьи готовы стать предпринимателями, уже готовы идти в бизнес. И это уже, в принципе, не то что научно доказанный факт, да, это уже факт, который признан и статистическими и подтвержден опросами, которые проводятся среди выпускников. Вот. В первую очередь я бы хотела, чтобы Розалия Ксенофонтова как раз рассказала еще раз о том, что ждет наших детей впереди. У нас уже 2 занятия прошли первого курса при акселераторе «Мой бизнес». И что же еще ждет детей? Угу. Какие мероприятия будут? Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. Дети уже, как сказала Рита, обучаются уже 2-ю неделю. В эту субботу они подойдут в 3-й раз на занятия. У нас занятия разделены на 5 блоков. Это в первую очередь, конечно же, финансовая грамотность. Это самый основной и самый объемный блок. Тут дети изучают про личное финансовое планирование, как создается бюджет, да, семейный бюджет, что такое идея стартапа от идеи до запуска, да, как можно идею превратить во что-то такое материальное, объемное, что, из каких этапов эта деятельность
деятельность состоит, как можно анализировать рынок, риски, какие ресурсы можно использовать предпринимателю и бизнесмену. То есть все эти темы, они будут проходить во время вот этого большого блока. На командообразовании у нас занятия были, потому что дети у нас разделены на 6 команд по 5 человек, и до конца нашего большого проекта они будут в этих командах. Также бизнес, конечно же, не построить, если ты не знаешь, как общаться с людьми, как работать с сотрудниками, поэтому у нас есть блок психологии бизнеса, где с нами будет работать психолог, который будет рассказывать о том, как нужно себя подавать, какими качествами нужно обладать, какие качества нужно развивать, как нужно общаться с инвесторами, как нужно общаться с партнерами. И, конечно же, предпринимателю нужно уметь хорошо выступать. Да, и поэтому у нас есть блок самопрезентации и публичных выступлений, большой тоже блок, где они будут учиться выступать, будут учиться презентации готовить. И к концу первого курса, это 8 недель обучения, они перед экспертами представят такие черновые, можно сказать, варианты своих стартапов. Они до конца этой недели должны как раз-таки определиться с направлением, то есть они будут что-то производить, они будут что-то просто продавать там, да, и должны начать работать с этими проектами. И такой черновой вариант они представят экспертам. По окончании презентации эксперты скажут им, где, в каком направлении двигаться, что они пропустили, где надо что-то подтянуть. И во время деловой игры в течение 2 дней они прям будут погружаться в работу со стартапами, где тоже их будут консультировать. И к концу нашего, получается, преакселератора победившая команда получит инвестирование и также наставника, который будет их вести в течение полугода для того, чтобы они могли юридически оформить и запустить свой бизнес. Да, и вот как раз роль наставника сегодня у нас будет на себя принимать Розалия Баишева, основатель образовательной платформы «Скиллометр». Мы не зря пригласили Розу сегодня, потому что я знаю, как они начинали, с чего они начинали. И расскажите, пожалуйста, и нашим телезрителям, и радиослушателям, с чего начинался ваш бизнес? Что это было вообще? И как это все происходило? Меня зовут Роза, добрый день. Мы еще совсем недавно с супругом работали в найме. Он работал в энергетической компании, я работала в «Консультанте Плюс», продавала справочно-правовые системы. Работала рядом с бизнесом, и в одном из декретов я устроилась в Сахалайтинг. Это один из стартапов технопарка был. И тогда я впервые поняла, что такое стартап, как люди зарабатывают деньги, как они начинают делать бизнес из ничего. Мы попали на стартап-тур. Это было такое вообще федеральное мероприятие, когда я приехала в Якутск. Я впервые увидела людей с горящими глазами. Людей, которые говорят о своих идеях и зарабатывают на этом деньги. Прямо здесь, прямо сейчас выигрывают сотни тысяч рублей на том, что они рассказывают о своей идее и получают инвестиции. Это было просто вау. Эти люди, они таким горящим сердцем говорили о своей работе, о своем деле. Я никогда не видела таких заряженных людей. И тогда я поняла, что вот этим я хочу заниматься. Вот ради этого я хочу жить. Ради того, чтобы говорить о своей идее, ради того, чтобы нести это по жизни. В 2018 году мы с супругом уже вышли из найма вместе со своими отпускными. Мы начали с того, что закупили компьютеры, оборудование и начали преподавать курсы робототехники. Мы работали с детьми, подростками, вели курсы, начали же сразу участвовать в каких-то олимпиадах, конкурсах и быстро поняли, что здесь есть ниша, здесь есть люди, которые хотят обучаться и автоматизировать это обучение в онлайне. В 2019 году мы попали в хакатон «Цифровой прорыв». Сначала на республиканском уровне попали в финал, потом на федеральном уровне Сергей Данилович выезжал, участвовал вместе с большой командой в Казань, вместе с большой командой наших якутских стартапов. Тогда уже мы поняли уровень работы с искусственным интеллектом, уровень работы IT-проектов, и поняли, что нам нужно развиваться, очень сильно прокачивать свои навыки и публичных выступлений, и навыки работы с аудиторией, и навыки работы с финансами, то, что вы сегодня обсуждали, да, планирование, расходы, сотрудники. И это очень быстро, работа именно с сильными, конкурирование с сильными очень быстро нас мобилизовало, мотивировало.
И мы попали в акселератор, в третий поток, акселератор B8 от ветчинной компании Якутии. Здесь мы стали одним из лидерских проектов сразу с «Километр» и развивались уже дальше с акселератора на акселератор, с конкурса на конкурс. Сейчас это образовательная платформа с искусственным интеллектом, на ней можно загружать курсы, на ней можно учиться. Мы запускаем проекты корпоративного обучения и готовим уже третье обновление нашей платформы. И сейчас вот как раз, скорее всего, в третьем обновлении или в ближайшем будущем, да, там уже присутствует онлайн-школа финансовой грамотности, которая представлена на сайте централизованной библиотечной системы, и там будет отдельный курс по финансовой грамотности, который разработан вот совсем недавно благодаря участию Республиканского банка, правильно? Да. Да, и эта школа поможет управлять кредитной нагрузкой и в целом познакомит людей с финансовыми инструментами и как ими пользоваться. И я думаю, что она будет очень полезна каждому. И действительно, вот ваш опыт, я уверена, что после того, как наши участники, дети, которые участвуют в нашем преакселераторе, да, они знакомятся вот с таким опытом и получат таких наставников, которые начинали с нуля, и у них действительно тоже будут гореть глаза. И это самое важное ведь на самом деле, чтобы зажечь в них глаза, чтобы они с горящим сердцем шли и делали то, что они хотят делать, и чтобы они создавали то, что они хотят создавать. У вас семейный бизнес, правильно? Да, правильно. И это не мешает вам? Это очень большая ответственность, потому что если ты с человеком на всю жизнь, то работать с ним в одной связке — это очень большая ответственность. Ты не имеешь права взять перерыв, отдохнуть, сказать, что не сейчас, сказать, что давай это потом, потому что у тебя нету права отказать человеку или сказать, что я сейчас устал, потому что человек видит, устал ты или нет. Ты не можешь. Он с тобой рядом 24 часа. Да. А с другой стороны, это, конечно, и очень большое растит между нами взаимопонимание. Это общие интересы. И... Самое главное, общие победы ведь. Да, конечно, и общие победы. Общие... Это словно еще один ребенок. У нас 2 детей совместных, это словно еще один ребенок. Это здорово. И согласны ли вы с тем, что постановка целей... Вот я сейчас предлагаю посмотреть ролик, который нам также предоставила Анна Николаевна Яковлева. Это ролик воспитанников ее школы. Давайте его посмотрим вместе с нашими телезрителями и придем к выводу, да, насколько важна вообще постановка целей. Действительно, цели ставить нужно любые, да? И самое главное, чтобы у ребенка была, чтобы он четко понимал, что он хочет в данный момент, и действительно нужна ли ему эта вещь. И вот тут в ролике как раз показано, что конкретно ребенок знает, что ему нужно, для чего это нужно, и добивается собственной цели. Ну и тут показывает свои эмоции, как это происходит, в принципе, да? И это здорово. И вот насколько важно вообще вот показывать детям и говорить о том, что постановка целей и достижение этих целей — это очень важно. И как относиться к тому, что, допустим, что-то не получилось. Вот, Розалия, хотела бы от вас услышать, ну и потом мы, да, у Розалии тоже спросим. С одной стороны, конечно, я очень сильно достигатор. Я своих детей стремлюсь к этому двигать. Потому что люди, которые по жизни достигаторы, они получают больше. Из той же самой среды выжимают больше. Больше побед, больше, получается, у них навыки очень сильно в режиме конкуренции, навыки очень сильно наращиваются, и они могут уже в каком-то небольшом возрасте, в 5-6 классе, достигать того же, чего
не могли бы достигнуть, если бы просто шли бы по ровной линии и ни в чем бы не участвовали. С другой стороны, это же все нужно делать и очень экологично, и давать себе отдых. Вы очень правильно спросили о том, как относиться к ошибкам, к неудачам. Я стараюсь их просто не замечать. Не получилось и не получилось. Немножко разобрали, проанализировали буквально 1 час и не даем себе передышку. Идем дальше, ищем снова и снова новые возможности для применения того же самого проекта. Потому что если один и тот же проект, который вот сейчас у ребят, допустим, развивается, и вообще любой проект не достиг какого-то определенного результата в этом конкретном конкурсе, это не значит, что проект плохой. Возможно, не те условия. Возможно, нужно дать этому проекту другие варианты развития. Мы сейчас и прервем. обязательно найдутся. Отлично. Мы вернемся к нашему разговору после рекламы. Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв. Мы продолжаем наш эфир, и я бы хотела остановиться все-таки на теме ошибок, да, вот как не бояться ошибиться, потому что дети, они же такие, что они хотят конкретно вот либо прямо вот именно то, что я хочу, или не могут определиться, потому что боятся ошибиться. И вот как раз мы продолжим сейчас наш как раз разговор и тот ответ, который я бы хотела, чтобы вы закончили вашу мысль, Розалия, когда вы говорили об ошибках. Когда мы говорим об ошибках в предпринимательстве, то надо понимать, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И здесь очень важно проверить как можно больше гипотез. И выбрать уже одно направление и по нему проверить как можно больше гипотез. Эта система бинарна. Здесь любой опыт можно переложить и перевернуть в другой формат. Если не получилось, например, этот дизайн продать через один канал, значит, надо пробовать другой. Не получилось через второй, продать через третий. Если не получилось через первый канал, то это можно разобрать по косточкам, по мелочам и понять, что нужно исправить и что переделать. Главное здесь скорость. Скорость и еще раз скорость. А скорость достигается только если делать что-то снова и снова. Угу. То есть это как тренировка. Вот как вот тренировка у спортсменов, да? Получается, чем больше он тренируется, тем быстрее он достигнет поставленной цели там, или финиша, да? От старта до финиша, как говорится. Вот. Розалия, давайте разберем вот то занятие, на котором дети как раз ставили перед собой цели. И какое у вас сложилось впечатление вот о том, как они вообще, боятся ли они ошибиться, или как вообще они отреагировали? Потому что мне показалось, что многие еще пока не знают, чем они будут заниматься. Да, совершенно однозначно можно сказать, что все дети, которые на преакселераторе, они безумно интересуются темой бизнеса, но четкого понимания, чем бы они хотели заниматься, конечно же, нет. И сейчас они вот в группах, у них идет дискуссия, да, чем все-таки заниматься. Это напитки будут или что-то они IT-приложение какое-то будут разрабатывать. И совсем не похожи друг на друга направления они выбирают сейчас. И что касается, вообще говорят же, да, чтобы построить хорошую кофейню, например, бизнес по кофе, не обязательно любить кофе, то есть надо знать, как строить бизнес, нужно знать механизмы именно предпринимательской деятельности, а не того, там, как кофе выращивают и так далее. Согласна. Да. Поэтому наша задача, конечно же, детей обучить тем инструментам, чтобы, несмотря на, то есть если они выберут там какую-то сферу, у них не получилось, они могли использовать эти знания, эти механизмы и начать в другом направлении применять эти знания. Иногда бывает так, что, предположим, IT сейчас это самое перспективное. Через какое-то время, возможно, там какой-то другой бизнес, да, направление будет в приоритете, и им нужно тоже будет подстраиваться и
им нужно будет понимать, как именно с нуля каждый раз строить, если у них будет неудачный стартап, да, неудачное какое-то дело, и важно научить их не осторожничать, если будет ошибка, потому что ошибки могут привести к двум реакциям. Это либо еще одна более агрессивная попытка сделать что-то успешно, либо человек становится очень осторожным и боится что-то еще, какую-то попытку предпринимать. И очень важно нам, чтобы человек после ошибки подумал, что да, это была ошибка, это был провал, но я учел это и сделаю еще один шаг. Уже с учетом того опыта, который я приобрел, да? Да. Вот, да. И когда вот я не так давно тоже разместила пост в своей социальной сети о том, что вот когда мы были предпринимателями в далеких нулевых, нас никто не учил не строить свой бизнес, не было бизнес-коучей. Все было интуитивно, да? Все было методом проб и ошибок как раз. Вот. И после этих ошибок как раз многие позакрывали собственный бизнес и уже взрослыми людьми ушли в найм, потому что действительно этот опыт был для многих, в том числе и для меня, он был как раз таким болезненным. И возвращаться я уже готова, потому что как раз разрабатывая задания для преакселератора и общаясь с такими профессионалами, вот как Розалия Баишева, да, как те эксперты, которых мы пригласили, и в принципе все, кто участвует в нашем преакселераторе, это все люди, которые заряжены на успех. И я для себя уже понимаю, что действительно есть куда стремиться, и в чем заключалась моя тогдашняя ошибка, да, тогда еще там далеких 12-15 лет назад, вот, и как это можно сейчас все исправить. И тут еще бы я хотела добавить, что нам предстоит еще детям донести мысль, что нельзя быть готовым до конца к чему-то, проект не может быть идеальным, и иногда нужно начинать и что-то во время движения, даже не иногда, а это всегда происходит, да, потому что жизнь у нас сейчас очень стремительно меняется, очень многое появляется, и поэтому важно быстро-быстро подстраиваться, и надо тоже детям об этом говорить, что не страшно не иметь там четкий план какой-то, да, нужно, если есть идеи, если есть какие-то базовые знания, нужно начинать это делать. Конечно, потому что, во-первых, финансовый план, мы когда вот проводим занятия по финансовой грамотности, мы всегда говорим, что финансовый план — это живой организм, он живет вместе с вами, вместе с вашими возможностями, в том числе и финансовыми, потому что чем больше у вас денег, тем шире ваш финансовый план, скажем. Тем больше направлений в развитии вас и вашего бизнеса в том числе. А чем меньше средств, тем и расходы сокращаются. То есть финансовый план — это тот же живой организм, который живет вот как даже не отдельно, а как вместе. Он живет вместе с вами. Он может меняться там от любого желания, от перестановки целей там, и так далее, и так далее. То есть он может. Это не догма, которой нужно придерживаться. Я думаю, что вы со мной согласитесь в этом плане. Розалия, вы согласны? То, что финансовый план может меняться? Конечно, все может меняться, потому что мы живем в то время, когда любые возможности появляются прямо сейчас. И меняются цены, меняются, может быть, другие клиенты появятся, может, вы увидите, что какая-то из составных частей ваших расходов, она не оправдана или вообще не нужна. Например, мы когда начинали свой маленький бизнес, там, та же IT-школа, мы заказали огромную вывеску и повесили ее так гордо и так только временно это потратили на то, чтобы выбрать дизайн этой вывески, ее заказать. Через месяц... Конечно, она стоила почти четверть нашего бюджета. В итоге она оказалась не нужна, потому что мы через несколько месяцев уже переехали. Ее благополучно сняли там и сбросили, и она таки осталась в никуда. А без этой вывески мы не могли начать. Мы морально не могли начать. И я рада была что потом и сама себе благодарна, что мы все-таки это сделали. Потому что если мы не заказали эту вывеску, мы все время бы думали, вот у нас ничего не получается, потому что у нас нет вывески. Да-да-да. А в итоге-то вывеску мы сделали, и по ней к нам пришло 2 человека, которые сказали, о, я увидел вывеску. Но зато мы знали, что
причина Мы не в нем. это Да. сделали, мы убрали от себя эту ошибку, этот постоянный блок, что у меня нету вывески. Мгм. Мгм. И вот это один из примеров таких, который регулярно совершают молодые предприниматели. Если есть какая-то вот, может быть, ошибочная история, ну, если тебе хочется, ну, сделай ее и уже не думай об этом, иди дальше. Ну да, согласна. Потому что когда тоже я открывала свой бизнес, у меня были такие знакомые, которые открывали собственное дело или становились индивидуальными предпринимателями, чтобы просто давать визитку и говорить, я директор там, фирмы такой-то. То есть вот просто придумал. И тогда вот тоже многие не задумывались, что есть там страховые взносы, пенсионные начисления и так далее, и так далее. То есть просто ради того, что ты директор, ради присвоения себе статуса директора фирмы, да, человек не задумывался о том, что потом ему придется платить огромные, нести огромные расходы по вообще содержанию этого бизнеса. Вот. И такое тоже есть, и такое было, в принципе, это реальные примеры. И я надеюсь, что наши дети такие примеры будут воспринимать как действительно как чужой опыт и не будут совершать таких ошибок. Потому что, в принципе, наш преакселератор, он строится на том, чтобы приучить детей работать. Да? Работать в команде, разрабатывать какие-то инструменты, разрабатывать идеи, проводить анализ, проводить в том числе и анализ собственных ошибок, которые они допустили. И, в принципе, помогает ли вам в вашей работе вот такое вот именно введение анализов? Вот, и как он помогает вообще? У нас еще 2 минуты, в принципе, можем уложиться. Анализ помогает мне понять, все ли я правильно сделала и что я могу из этого опыта извлечь. Потому что не всегда получается, я же веду стартап, и не всегда получается на каком-то опыте заработать, но всегда получается найти новых друзей, развить в себе какие-то навыки, использовать какой-то опыт, понять, как какой-то кейс перекладывается в другой кейс. Допустим, может быть, мы там какой-то акселератор где-то участвовали, мы разрабатывали корпоративное обучение. И тогда нам получилось его продать РЖД, но уже через несколько месяцев мы пришли на другое предложение, и мы поняли, что у нас кейс есть. Вот он, этот план. Его нужно просто перенести сюда и здесь его окупить. Отлично. То есть наши дети, они, в принципе, благодаря тому, что мы привлекаем вот таких вот профессионалов, таких экспертов, я уверена, что они прям выйдут заряженными на полный успех. И я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли на эфир. И благодарю зрителей и радиослушателей за то, что вы тоже сегодня приняли участие в нашей передаче и послушали такую важную тему, как детское предпринимательство. Вы узнали, что дети, в принципе, очень хотят быть предпринимателями. Мы благодарим вас. Всего доброго и до новых встреч.